أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا وثمرة فؤادنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Дорогие мои братья, когда умма Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, отойдет от пути Аллаха, когда умма начнет совершать большие грехи, когда умма начнет пропускать намазы, пропускать посты Рамадана, начнет не выплачивать закат, когда среди них будет очень много певцов и певиц, когда люди будут распивать алкоголь, будут заниматься ростовщичеством, кредиты и так далее, когда будет много распутства, и когда люди сильно сердцем полюбят этот дунья, тогда ослабевает уммат Мухаммада. Поражается уммат Мухаммада слабостью. Поражается уммат Мухаммада тем, что враги ислама осмеливаются спокойно нападать на мусульман. У мусульман не находится силы, у мусульман не находится выдержки, у мусульман не находится стойкости, и надо сопротивляться с этим врагом, который нападает. По какой же причине это? По причине того, что мусульмане совершают много запретного и не исполняют приказы Аллаха Джалля Джалалу. О том, что такое время наступит, сообщал нам посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, достоверный хадис, который приводится от Таубана, радийаллаху анху. Пророк и посланник, любимец Аллаха, сказал: «Юшакул умаму ан тада алейкум кама тада аль-акалату иля касаатиха». Близко то время, когда народы ополчатся против вас, будут протягивать к вам свои руки жестокости, притеснений, подобно тому, как протягивают руки те, кто сидят за столом, к подносу, который находится в центре стола. Как к нему руки протягивают едящие, кушающие? Вот точно так же, как другие умматы будут протягивать к вам руки жестокости. Будут вам делать зулму, будут вас притеснять. Тогда асхабы спрашивают, один из них спросил: فَقَالَ قَائِلٌ وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ. Разве нас в тот день будет мало? На нас будут нападать из-за того, что нас будет малочисленно, за то, что у нас количество меньше, их количество больше, поэтому ли мы будем притеснены в тот день? Говорит сподвижник, спрашивающий. Расулуллах, отвечая, говорит: «Баль антум яумаидин кафир». Нет, говорит, напротив, в тот день вас будет очень много. Сколько мусульман было во время пророка, алейхиссалату вассалам, и сколько мусульман сегодня? На земле начисляется более 2 миллиарда мусульман. Если население земли 8 миллиардов, из них 2 миллиарда мусульман, те, кто сказали: «Ашхаду алла илляха илляллах ва ашхаду анна Мухаммадан Расулуллах», саллаллаху алейхи вассалям. Мусульман мало на земле? Нет, не мало. 2 миллиарда люди одной акиды, одного вероубеждения. Но Расулуллах говорит: нет, говорит, вас в тот день будет много. А что же, почему же к нам будут протягивать руки жестокости? Почему мы будем притесняемыми? Расулуллах говорит, саллаллаху алейхи вассалям: «Валякиннакум гуфаун ка гуфа'i сайл». Однако в тот день вы станете, говорит, грязными, погрязшими в грехах. Вы будете грязными, подобно тому, как бывает грязным начало селевого потока на речке. Вот когда в реке пошел дождь и начинается поток, вся грязь, деревья, хлам, грязь, мусор бывает в начале потока.
Расулуллах говорит, саллаллаху алейхи вассалям, в тот день вы будете грязными, каким является начало потока. Вот насколько грязным будет вот этот поток воды, вот такими, говорит, грязными вы будете в тот день. Вот по этой, говорит, причине. Дальше пророк, алейхиссалату вассалам, говорит, وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ. Аллах уберет с сердец ваших врагов чувство уважения, почета, страха перед вами. Ваши враги перестанут, говорит, вас бояться, испытывать вам какой-то страх. Сегодня мы это видим, дорогие мои братья, или нет? Сегодня сколько стран были разрушены врагами мусульман? Сколько стран? Ирак, Ливия, Ливан, Сирия, сегодня сектор Газа, Палестина подвергается геноциду. Что, мусульман мало сегодня на земле? Нет, не мало, много. Враги не испытывают чувство страха перед мусульманами. Пророк, алейхиссалату вассалам, говорит, Аллах, говорит, уберет сердец ваших врагов аль-махабата минкум, уважение, почета, страха перед вами, говорит, уберет Аллах сердец ваших врагов. Аллах, говорит, вселит в ваши сердца слабость. Аллах вселит в ваши сердца слабость. Асхабы спросили, один из них спрашивает, говорит, «Я Расул Аллах, ва маль вахм». А что же, говорит, является слово вахм, слабость? Это что означает, «Я Расул Аллах»? Пророк, алейхиссалату вассалам, говорит, «Хуббу дунья ва карахиятул маут». Слабость, это означает сильная любовь к этой мирской жизни и нежелание умереть. Сильная любовь к этой жизни, привязанность к этой жизни, привязанность к богатству, имуществу, роскоши этой жизни не дает мусульманам сегодня, значит, шевелиться, бояться за свой престол, кресло и так далее, помочь своим братьям-мусульманам в Газе. Не могут открыть границы, чтобы хотя бы поступала к ним гуманитарная помощь. Поэтому, дорогие мои братья, сегодня многие страны ополчились против мусульман. Но Всевышний Аллах, все происходит только лишь по Его воле. Достаточно нам Аллах, и Он лучший, на кого мусульмане полагаются. Иншаллах, делайте дуа, мои братья. Не забывайте делать дуа. Всегда, после каждого намаза. Каждый раз, когда вы делаете дуа, каждое время, которое есть надежда, чтобы Аллах ответил на ваши дуа, и согласие дуа нашим братьям в Палестине, пусть Аллаху Та'ala облегчит их положение. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.